Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как известно, в большинстве случаев заболевание COVID-19 у детей протекает практически бессимптомно. Какие опасности может таить в себе такая ситуация и как вовремя распознать болезнь, нам расскажет главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням Минздрава Якутии Матрена Тагулаева. Матрена Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какова заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей? По данным мониторинга, который проводится у нас ежедневно, если взять период начала карантинных мероприятий, то есть с апреля по октябрь месяц этого года, то у нас в республике, во всей республике, заболело ковидом 0,8% детей, то есть примерно 1% детей. Из 100 детей один ребенок у нас болеет ковидом. Но коечного фонда у нас в стационаре в нашей детской инфекционной клинической больнице 40, и это вполне достаточно. Мы работаем спокойно, принимаем детей, дети выздоравливают. Ну вот сейчас сезон подъема заболеваемости ОРВИ. Как отличить ковид это или ОРВИ и чем отличается тактика лечения? Начнем с того, что коронавирусная инфекция, новая коронавирусная инфекция, она, в общем-то, относится к респираторным, но в народе, как говорят, простудным вирусам. Сказать, чтобы оно очень сильно отличалось чем-то от простудных вирусных инфекций, но я перечислю для того, чтобы население поняло, что такое простудные вирусные инфекции. Это, конечно, наш грипп, который очень тяжело протекает, хорошо он под контролем вакцинации. Это аденовирус, это у нас респираторные вирусы, это РС-инфекция. У нас к этим же инфекциям относятся парагриппы, 3 штамма, не надо путать их с гриппами. У нас, как говорится, и ситуация, например, других респираторных вирусов, которые у нас, может быть, лабораторно и не подтверждаются. Но больше всего мы боимся все-таки вируса гриппа. Коронавирус у нас новый. За этот период очень много у нас научных исследований прошло в России и за рубежом. Поэтому нужно сказать, что для населения, например, дифференцировать четко, что это грипп или коронавирус, не представляется возможным. Если, например, в литературе пишется, или в СМИ проходит, там разницу озвучивает в том, что грипп имеет короткий инкубационный период, что там клиника немножко различается. Я думаю, что для населения это не суть важно. В этом разбираются врачи. И в тактике ведения, лечения, профилактики, это сильно не имеет значения. Еще нужно, наверное, сказать, что из всех вирусов, которые мы знаем, которые заражают и передаются в бессимптомном периоде, это есть только 2 вируса. Это ВИЧ-вирус и ковид-вирус. Все остальные все-таки заразны в периоде уже развернутой клиники. Вот в чем, наверное, очень сильное различие между этими простудными вирусами. Но если говорить о протекании болезни COVID-19 у детей и взрослых, то есть ли какие-то существенные отличия? И те случаи, которые вы перечислили, были ли там какие-то тяжелые случаи заболевания? ковид себя показал в педиатрии, в детской практике, что он все-таки в основном протекает легко. У нас в стационаре за этот период прошло 236 детей, это в городе Якутске. И если, например, посмотреть, сколько это составляет из всех заболевших, это примерно где-то, наверное, 10% от детского населения, от заболевших ковидом, поступили к нам в стационар. В общем-то, в стационаре у нас пролечились дети, даже не сказать, чтобы средней тяжести. У нас прошли дети еще и легкой степени заболевания. То есть мы совершенно не отказывали, если, например, направляли наши первичные звенья, детей, которые были в контакте, которых надо было понаблюдать, детей, которые легко переносили этот ковид. Ну а если говорить о тяжелых формах, то у нас
прошло 2 случая тяжелого течения заболевания, но это даже были, можно сказать, отдаленные варианты осложнений, то, что бывает и наблюдается при всех других респираторных вирусах. Поэтому, например, говорить о том, что ковид идет усугубленно у детей, да, то такого предмета нет. А много ли бессимптомных случаев заболеваний у детей у нас в республике? И могут ли в этом случае они быть активными переносчиками вируса? Бессимптомные случаи, конечно, есть. Мы их выявляли в контактах семейных. То есть подтверждались эти вот бессимптомные формы заболеваний, точнее носительства и у детей, как и у взрослых. Ну и вы спрашиваете, насколько заразные дети, я так поняла, да? Насколько они ВКонтакте могут передать ковид другим членам семьи. В научной литературе, в анализе вот за этот период, да, мы убедились в том, что вирулентные, то есть заразные взрослые, но никак не дети. То есть заболеть можно от взрослых болеют дети, но так, чтобы от детей заразились взрослые, ну это, наверное, есть единицы такие, наверное, не знаю. Но вот мы, например, в своем стационаре, мы же очень подробно спрашиваем и пейтанамнез, да, мы это соразмеряем, потому что оттуда начинается, да, весь анализ, то получается, что все-таки, да, взрослые заражают детей. И все-таки каков должен быть алгоритм действия родителя, если у ребенка появилась температура, кашель, слабость или другие симптомы болезни? Алгоритм действия тот же, ничего нового нет. То есть вот как они в сезон болели, да, ну, как каждая осень, каждая зима, каждая весна у нас проходит с подъемом простудных заболеваний. То есть тут же надо и при ковиде себя также вести. Но есть такой, знаете, нюанс. Все-таки вот коронавирус, он поразил весь земной шарик. Люди сейчас читают, доступно очень в интернете, очень много информации. Поэтому тут вырисовывается вот такая проблема. Вообще здоровье ребенка в семье, оно очень много зависит от ментального здоровья семьи, родителей. Вот на этот момент нет предмета, чтобы вот входить в такой стресс, в котором вот живет наше население. Это практически у нас уже начинается на уровне все психоза. Не нужно верить мифам. Нужно все-таки фильтровать то, что вот мы читаем, например, где-нибудь в Ютубе, тот же самый, в интернете, да. Я думаю, что это будет говорить о здоровье психики нашего населения. Неоправданная стрессовая ситуация, а стрессовая ситуация, она, конечно, ведет к тому, что она пробивает иммунитет. Если, как говорится, вот такое нездоровое состояние у нас наблюдается в семье, ребенок, конечно, будет страдать от этого и болеть тем же самым ковидом и всеми другими респираторными заболеваниями. Но если все-таки ребенок заболел, в каких случаях требуется все-таки госпитализация, в каких можно лечиться дома? Знаете, всегда нужно ориентироваться по самочувствию ребенка. Уверенно и с большой ответственностью я скажу, что педиатрическая служба поликлиники у нас работает в преемственности очень хорошо. Вызов врача и врач у ребенка. Если есть показания госпитализации, да, то они, как говорится, осуществляются. Поэтому у нас вот этих вот проблем на сегодняшний день нет. И поэтому думаю, что нужно просто родителям быть внимательным к ребенку. Ну, бывают такие факторы риска, я тут опять же про это скажу. Значит, факторы риска какие? При любых заболеваниях вирусными инфекциями, любых вирусных инфекций, да, тяжелее болеют, это всегда, это не только при ковиде, всегда тяжелее болеют и имеют риски осложнений дети, которые имеют неблагоприятный преморбидный фон. Обратить внимание надо на детей, которые имеют пороки развития. В первую очередь, если есть пороки развития сердца. Дело в том, что этот ковид
если, например, вот это вот все анализировать, то, что мы получили на сегодняшний день, он вызывает ангиопатию, то есть поражение сосудов. А раз он поражает сосуды, то у нас начинают страдать все органы и системы. Ну, то есть кровеносная система ведь в действительности по всему организму проходит. И поэтому в действительности эти ангиопатии, это в действительности риски того, что у ребенка будет страдать не только легочная система, дыхательная система, да, но там могут быть и в действительности задействованы все другие органы системы. Поэтому, если у вас в семье есть ребенок с пороками развития, да, то тут, конечно, нужно быть внимательными. Дальше. Возраст до 3 месяцев. Мы уже говорим о том, что до года, да, это возраст, когда у ребенка в действительности иммунная система еще совершенно не та, которая бы держала вот так хорошую как бы оборону, да, от инфекций. Но при всем этом до 3 месяцев это в действительности возраст риска. Дальше нужно говорить о том, что вот мы наблюдали, у нас в действительности дети более тяжело переживали клинику ковида, те, которые имели большой вес. Я не говорю о том, что дети с ожирением, да, а те, которые у нас, в общем-то, перебирали в весе, то они в действительности более страдали, чем дети с нормальным весом. Даже случилось так, что вот нету вот диагноза сахарный диабет, да, нету такого, чтобы вот там была толерантность к нагрузке там глюкозой. Но при всем этом мы видим это прямое вот такое вот соотношение, что если ребенок в весе перебирает, то он и тяжелее болеет. Ну, не говоря уже о том, что с малым весом в наш век еще есть, да, такие дети гипотрофичные. Но там причина не только в алиментарной, да, гипотрофии. Конечно, есть дети обкрадываемые, такие в весе своем, да, они тоже составляют группу риска. Конечно, боимся тех детей, которые имеют иммунодефицитные состояния. Тоже на это как бы нужно обращать внимание. Да, дети, которые имеют хронические заболевания, да, в действительности это группа риска. Да, в действительности, да, вот эти вот все группы, они как бы обозначаются у нас и при других вирусных инфекциях. Но я скажу, при ковиде, да, мы более вот целенаправленно, да, ориентированы на этих детей, и поликлиника тоже. Участковые педиатры знают, что тут уже нужно бояться таких осложнений, которые чаще всего встречаются. Это, конечно, пневмония. И поэтому при ковиде, может быть, это и смотрится перебором, но КТ легких делается даже без всякой клиники пневмонии, потому что мы должны видеть, да, в действительности, есть ли изменения на компьютерной томографии легких. Бывает так, что еще клиника не разворачивается, да, пневмонии, но мы уже на КТ должны уже эти вот предрасполагающие изменения уже видеть, да, хотя вот некоторый раз бывает так, КТ сделают, заключение написано, я вам скажу, что это не диагноз, это только может врач говорить о том, да, в действительности ли это уже осложнение, в действительности ли это уже пневмония, да, то есть это все должно решать, как говорится, должно решаться врачом, профессионалом. Скажите, а есть ли уже понимание, закроют ли в ближайшее время школы и при каких показателях заболеваемости школьников могут отправить на дистанционное обучение? Вы знаете, это ответ надо спрашивать не у меня. Это решение принимается на уровне главы муниципалитета и надзорных органов, эпидемиологов. И там идет мониторинг, да, и они видят, они точно закрывают, например, те же самые школы, классы, да, смотря сколько заболело, да, в удельном весе сколько болеет. Поэтому это вопрос к ним, это не к нам, не к врачам. Ну и говоря о мерах безопасности, какие меры должны соблюдаться в школах и детских садах? Нужно ли, к примеру, обязательное ношение масок детям? Насчет масок. В детских садах нет. Во-первых, и ребенку это очень неудобно, неоправданно. Вот вернусь к тому, что не от детей мы болеем, да, а мы, взрослые, их заражаем. В школьном возрасте, ну, если, например, посмотреть на цивилизованные страны, на ту же Японию,
Они маски носят еще, носили и носят еще и до ковида. То есть это как бы культура поведения. Я думаю, скорее всего, если даже у нас ковид пройдет, то в сезон, скорее всего, мы уже как бы в привычку введем носить маски. Поэтому вот я бы хотела сказать вот про это. Дальше. У нас, в общем-то, в школах это все уже введено. Я только вот отвечу на вопрос населения, да, что там делается. В основном вот такие мероприятия у них идут. Это обязательно уборка помещений, да, у них идет с использованием дезинфицирующих средств. У них идет ежедневно утренняя бесконтактная термометрия, так, без скопления детей. Это все у них как бы отрабатывается. Ну, видимо, так оно и есть. Дозаторы с антисептиками при входе в учебное заведение в санузлах, это очень важно. Должна проводиться дезинфекция воздушной среды. Они купили это все, у них в школах это есть. Регулярно нужно проветривать классы при отсутствии детей, то есть во время перемен. Да, и проведение нужно лекций по гигиеническому воспитанию детей. Вы знаете, дети – это такой народ, но мы, педиатры, с ними вот всю жизнь работаем. Они, знаете, очень быстро принимают все то, что новое, да. Они учат родителей, как себя вести. Вот сколько было примеров, да, когда я своими ушами, глазами видела, как делают замечания дети взрослым. И в действительности, ну, дети – это вот в действительности народ очень хороший. Матрена Афанасьевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На детской заболеваемости COVID-19 нам рассказала главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням Минздрава Якутии Матрена Тагулаева. До встречи в эфире.